Добрый день, дорогие друзья! У нас прекрасная погода, прекрасная осень. Немного, правда, ветрено. В Питере лил дождь, там вчера, позавчера, сказали, в центре. А у нас здесь вообще немножко проморосил, что и отлично для нас. Так как дом еще не закрыт, дождик нам не нужен. Солнечно. Красота. Уже полностью положили пол, утеплили его. Сверху там пароизоляция и вот такой слой у нас ОСБ плиты. Сейчас мужики отмеряют, Сергей и папа, у нас высоту потолков. И будут уже делать каркас. Посмотрите, какой вид с окна будет. Красотища. Еще будет скоро небольшая новость. Как все получится, я вам обязательно расскажу. По поводу земли. Во вторник, кстати, я еду уже официально переоформлять вторую землю. 2 гектар земли, который находится за нашим парком. То, что я вам говорил про реабилитацию диких животных, чтоб не ютиться на гектаре, все это не было как попало. Вот, договорился с человеком, который продает земли, с Владимиром, пошел на уступки. В общем, буду отдавать по возможности деньги за нее. Так, красота. Вон соседи там приехали. Вон тоже конструкции уже какие там понастроили. Вчера у нас был разгрузочный день. Обычно я его делаю или в понедельник, или в воскресенье. Сейчас дадим, не каждый день, конечно, перепелиные яйца даю, но через день точно. Всем нашим любимцам. Посмотрите, как ждут. Но плохо их едят Фурия, Куба и Вега. Вот эта троица почему-то их вообще не ест. А все остальные, вот все, кто здесь есть, все едят. Сейчас покажу вам как раз. Ну что, погнали? Так, стоп. Ты у нас плохо видишь, на. Вот. Тайга ест у нас. Дальше Вега. На. Ну, вот видите, Вега не хочет есть. Ну так, шкарлупу, по-моему, оставляет. Куба. Ну, давайте положим, съешь, не съешь. Фурия, ты у нас тоже не ешь, но все равно положим, вдруг захочешь съесть после голодовки как раз. Ну что, кабанчики, идите сюда. На, Акела. На. Буйка подобрала, съела. На, Луя. Луя больше всех ест. Вот молодец. На, тебе еще два штучки. Раз они такие все не хочухи. Тебе дадим. На, еще, Луя. На. Вон, все, морда в яйца. В желтке. Сейчас пойдем к ним. Ну что, мишутки, теперь ваша очередь. На. Умка их очень любит. Очень любит. Братиш не так, на, братиш. На, Умка, на.
Вот со шкарлупой совсем очень полезно. Очень полезно. На, Умочка, еще. Так. На, Ари. Молодцы. Красавцы. Братиш брезгливо так. Синайчик красавчик. Ни в какую еду не хочет есть. Ни губы, ни цыплят. Ни корма давал. Что-то вообще очень мало ест по сравнению с остальными. Он как вега. Глистов нет. Прививки все есть. Чувствуют себя хорошо. Все остальные жрут как кони. Кроме веги. Лайкелы в вольере прибрался. Пожигал там все ветки, мусор. Все, что было. Он как раз уже огонь догорает. Чуть-чуть там осталось. Хоть почистил от листочков немного. Все пожигал. Добавил в пруд воды. Вот такая приспособа. Сюда втыкаем. И все. Луйка он точит. Я поотдавал, что у Синая валялось, чтоб не пропало. Вот еще. Налить уши. Барани, по-моему, или чьи-то. А вот эта приспособа. Это в тот пруд набираем воду. Можно даже услышать, как течет водичка. Умка вообще смелый стал. Арию как задирает. Ах, задирает ее. Ну ты чё? Ты чего? Красавцы. Я бы вас выпустил, но вы тут такое натворите. Стройка идет. Все поворуете, попрячете. Поворуете. Умка красивый какой. Все, наконец-то мы гентест этот взяли у всех. На днях должны отправить. Рафа, друг мой, поможет. Я ему передал вчера. Должен отправить. Ай ты какой пушистый, красивый. А ну уши говяжий таскает. Ты что, со мной поделиться хочешь, Умка? Ага. Да, со мной. Даже еду бросает, чтобы понежиться. Зверек. Умочка. Умка. Дитя. Насчет расчетов по генетическому тесту мы рассчитываем математической формулой обычной. Первое поколение. Ну там, конечно, может все и не так, но вот с дядей Сашей, с Лехой Марченко, с дядей Сашей Зубовым у нас такой расчет был, что, ну это у всех, в принципе, кто гибридов когда-либо разводил, у них такой расчет был у всех практически. Может быть, кто-то где-то как-то по-другому, но вот, например, второе поколение 25%, первое поколение 50% считалось, но у меня такое, как бы, ну не то, что у меня, у тех людей, кто держал волков, знают, что если волчица рожает, то там больше 50 волчьей крови. Если рожает, например, собака от волка, там 50%, это 100%. Уже делали генетические тесты на первого поколения. Если лайка рожает, например, ну или собака, то там первое поколение 50%. Ну и дальше пошло. Второе поколение, например, 25, третье там 12,5. И дальше у нас 6,5 идет, 6,25 точнее. Уже четвертое поколение. В общем, у Кубы не сказал, какое предположение. Она вязалась первое поколение. У нее папка вообще там альхон. Первого поколения гибрид. А мамка была в третьем поколении у нее. Вот третье поколение. Первое на третье это получается больше 25% волчьей крови.
Если мы делаем первое поколение 50%, а третье поколение 12,5%. Вот и получаем, что больше 30% волчьей крови, как бы якобы должно быть по подсчетам. Но здесь генетический тест покажет, и оттуда мы можем делать какие-то выводы. У Веги не стал брать, как и сказал, что у нас есть генетический тест будет у Арии. Ария у нас от Лешего и Фурия, арктическая волчица. Леша это вот как раз брат Веги, Валент. И посмотрим, сколько в них волчья кровь будет. Там должно у Арии показать, так сосчитаем. Если Фурия 100%, то там мы можем узнать, сколько будет у Лешего и у Веги. Процент волчьей крови. Смотрите, пристает. Она играться хочет с ней. В принципе, сильно так жесткого нету, как, например, с Кубой у них. В общем, такие дела. Дальше что у нас? Стройка бежит, идет, точно не стоит. Пока я там в вольерах прибирался, мыл все, раздавал им вкусняшки всякие. Сергей с отцом, посмотрите, уже одну стенку тут каркас сделали. Доски так все сложили, чтобы они подсыхали. Видите, фонари подцепили. Вон фонарь. Чтоб работали и днем, и ночью. Поставили себе. Красота получается уже. Сергей говорит, ну что, будешь сегодня ночевать тут? Я говорю, еще нет. Еще рановато. У нас ночная кормежка. Братиш никого не подпускает. На. Так, тихо. Ты чего? Так, ну у тебя забрать надо. Дорогой мой. Ты чего столько? Ты Арин кусок отжал. Забирай, Ария. Он Умка принялся кушать. Ну ты чё, боец? Как у тебя отобрать у такого уже? Я у тебя в 4 месяца не мог забрать. Ты злой какой, дядя. Какой ты злой. Арюшке, дай покушать. Ты куда столько забрал? Умка как ест так, с аппетитом. Так, давай. Боится все уже. Так. Ну а как у тебя отобрать? Знаю, покусаешь. Не успею, даже не буду рисковать. Все, иди. Давай, бери кусок и уходи уже. Да. Вообще цыплята ждут. Иди. Арюшка, тебя не достало. Сейчас достанется. Сейчас уйдет этот крокодил. Акела даже себе такого не позволяет. Только когда курица может себя так вести. А ты тут посмотри на себя. Наглец. Давай. Не, давай, я хочу мясо убрать. Братиш. Блин, не
отдает. Так, может ты, если я открою, заберешь его? Ну нифига себе, братик, ты вырос, наглый. Бедная Арюшка стоит и поесть не может. Умка, он наслаждается жизнью. Ария не отбирает у него. Ни в какую не отдает. Ты можешь отнести это мясо отсюда? Ты же можешь, братиш. Вот, молодец. Ха-ха! Вот оно мяско. Да, но не тебе. Не, я тебе его не отдам. Иди ешь свое. Нет, не отдам. Иди ешь, говорю. Иди свое ешь. Это Арин кусок. Арюшка, сейчас я тебе дам. Бедная подбирает куски. Прессуйте ее, ну вырастет, даст вам всем. Иди сюда. Сверху, блин. Вот так. Нельзя! Умка! Умка! Вот посмотрите на них. Умка! Умка, нельзя! Умка! Нельзя! Все, Арин, нельзя! Нельзя, Умка! Блин, вот малой. Душит же тебя. Ты че, блин? Иди, Арюшка, иди сюда. Иди сюда, вон там, иди сюда. Иди, мяско, иди сюда. Аря, иди ко мне. Иди сюда. Вот мяско ешь, иди сюда. Иди ко мне. Ах ты наглый, вы посмотрите на него, какой он наглый. Сейчас заберет мясо. Это уже опасаться. Но она, если бы я не крикнул бы, она бы его, наверное, и душанула бы нормально. А он, смотрите, наглец, не уступает ей. Вон клоки шерсти летят с него. Умочка, иди сюда, Умка. Ты чё там газуешь? Волчара. Посмотрите, какой между сородичей смелый. Чувствует по возрасту, он еще даст всем. И не разнимешь потом. Я не стал разнимать вначале, потому что у них нет такого до смерти. Они одна семья. Поэтому до каких-то летальных исходов они не должны драться. Таких прям увечий наносить они не должны. Поэтому я где-то что-то молчу. Но потом увидел, что что-то Ария прям жестко. И решил подать знак. Умка, ну ты даешь. Какой ты братиш. Ой-ой-ой-ой. Арюшка, девчонка моя. Нападает на тебя, да? Иди, кушай, иди. Сейчас тебе еще цыплят дам. Тебе максимум сейчас дам сегодня. За то, что себя так ведут они, им меньше дам. Тебе больше. И я так решил, друзья. А то кучу писанин всяких там в комментариях. Если честно, ну, стараюсь на них не обращать внимания. Ну, некоторым отвечаю жестковато. Вот. И буду отвечать жестковато. Хоть что там не пишите. Просто вот будете на моем месте, тогда можете там что-то со своего опыта, как вы говорите, писать. А не так, что там сравнивать там, не знаю, мышку с волками. Я так решил, я знаю их поведение. Я знаю, что делать. Я знаю каждого наизусть. Вы по видео знаете, я так знаю.
и знай, кто что может, кто на что способен. Арюшка, красоточка, ты скучаешь, да? Умка вообще оборзел, смотрю. Ты чё такие зубы показываешь мне? А ты чё хвостик поджал, а? Бедный несчастный, да? Дрожишь, задние лапки дрожат у тебя. Ария прописала, но ты свое забрал, смотрю. Ну, тебе тоже цыплят дам, только поменьше, не как Ария. Вот так они должны есть, питаться. А не так, что кинул мясо, и они его не едят. Вот, кинул мясо и жрут, прям терзают, разрывают. Вон как рвет. Даже братиш, который всегда очень медленно и брезгливо. Там уже, наверное, все поели. Пойду посмотрю. Брал на пробу суточных цыплят. Очень хорошо пошли. У нас они очень хорошо едят все. Ну, кроме Веги. Вега не так сильно Смотрите, как Луйка их кушают. Фурия, Куба, Новая Тайга, все они прям. Вон, Алита, все кушают прям. Ты что, их глотаешь? Я не пойму. Акела, ты где? Акела тоже любит. Акела, иди ко мне. Иди сюда, на. О, бежит. Дайте Акеле. Акела, на. На. Акела вообще их глотает. На, Луя. Так, Акела, подожди. Тихо, меня не расшиби. Все. Он глотает, нравится. На. На, молодец. Ну аккуратней, куда ты так забираешь? На тебе еще Луйка. На тебе Алита. На, иди сюда. Акела. Нет, Акела, на. Блин, Луя стырила. Все, на. Так, стойте, тут этим не достанется сейчас ничего. Ну все, Луйка, последнего, на тебе. Ладно, и тебе, на. На. Ладно, на, еще Акела. Пойдем, там чуть осталось. Ари, Умки дадим кусочки. Им тоже он всем кинул. Махом все съела. Фурия вообще проглот. Я не знаю, она сколько ест. Она очень много ест. Я, как и Акеле, ей даю очень много. Кубы сейчас еще осталось, но она все съест. Подчистую утром ничего не будет. Вон, видите, ест тоже цыплят. Веге. С Вегой завтра едем на лечение. На УЗИ, точнее. И Новая Тайга все тоже смела. Посмотрите, ничего не осталось. Ни цыплят, ни желудков. Ну на, еще выпросила он меня. На тебе. Ты у нас и так худенькая, мало кушаешь. На, хоть цыплят поешь. Смотрите на нее, как она кушает их. Алитка. Красотка. К зиме наберешь сейчас весу. Еще дать тебе? Ну раз так хорошо ешь, на тебе еще. Все, одного. Подбегает крокодила. Нет, я вам все уже дал. Куда столько есть? Вон Арюшка ждет меня. Ария, сейчас. Сейчас, моя дорогая. Сейчас тебе цыпок дадим. Ой, Умка бежит. На. Умка, а ты что сюда прибег? Тут чуть-чуть осталось цыплят. Так. На тебе одного. Иди грызи. На, Аря. На тебе цыпленка голову. Да на ты. Так, Арюшка. Ах ты, блин, какой он наглый. Ты что, вообще обнаглел? Я не понял. Умка,
Ты чё? Ты посмотри на свои бока, ты какой жирный стал. Ария, иди ко мне. Твое. Пацаны тебя обижают. Умка! Я тебе дам сейчас. Смотри, распоясался как. Иди сюда. Все. Хватит с тебя. Так, цыплят больше нету. Какой мощный-то мощара стал. А, мощара. Да, теперь не вытащишь руку. Давайте я вас так поглажу. Не, куда? Нету, идите. Идите, попрошайки. У нас 9 часов вечера. От заката до рассвета. От рассвета до заката.